У кого-нибудь еще продолжает складываться впечатление, что ислам на самом деле от сатаны, который маскируется под Бога, и что поскольку он сатана, он не может перестать хвастаться собой. Кто является абсолютным непревзойденным грешником, не имеющим в себе равных в исламе? Кто является непобедимым, бесспорным чемпионом зла? Кто является королем идолопоклонства на все времена? Вы можете думать, что ответ — сатана. И вы были бы неправы, потому что это ислам, где сатана всегда оказывается настоящим героем, а тот, кого вы, возможно, не ожидали, всегда оказывается настоящим злодеем. Посмотрите, что произойдет, если мы потратим всего несколько минут на изучение самых надежных источников ислама, чтобы ответить на вопрос: кто самый страшный грешник в исламе? Согласно Корану, худшим из возможных грехов является ширк, приобщение сотоварищей к Аллаху. В суре 4, стих 48 говорится: «Воистину Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные или менее тяжкие грехи, кому пожелает. Кто же приобщает сотоварищей к Аллаху, тот измышляет великий грех». Аналогичным образом в 116-м аяте мы читаем: «Воистину Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные или менее тяжкие грехи, кому пожелает». А кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тот впал в глубокое заблуждение. Итак, Аллах не прощает приобщение к Нему сотоварищей. Это грех ширка. Но Он может простить все остальное. Итак, как человек совершает ширк? Есть много способов приобщить сотоварищей к Аллаху. На самом деле, вам не обязательно преклоняться и поклоняться другим богам. Мухаммед говорит нам, что если вы просто клянетесь чем-то иным, кроме Аллаха, вы совершаете ширк. Если вы скажете «клянусь могилой моей матери», вы виновны в ширке. Давайте рассмотрим несколько отрывков из наиболее достоверных исламских источников. Сахих аль-Бухари 38-36. Передаются слов Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что пророк сказал: «Пусть тот, кто захочет поклясться, клянется только Аллахом». Что касается курайшитов, то они клялись своими отцами. А пророк сказал: «Не клянитесь своими отцами». Сахих Муслим 42-57 сообщается со слов Абдуллаха, что посланник Аллаха догнал Умара ибн аль-Хаттаба в тот момент, когда он ехал с группой всадников и клялся своим отцом. Тогда посланник Аллаха воскликнул: «Послушайте, поистине великий и могучий Аллах запрещает вам клясться вашими отцами. И кто желает поклясться, пусть клянется Аллахом или молчит». Сахих Муслим 42-62 сообщается со слов Абдурахмана ибн Самуры, что посланник Аллаха сказал: «Не клянитесь ни идолами, тавагы, ни вашими предками». Сунан Абу Дауд 32-48. Передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха сказал: «Не клянитесь ни отцами, ни матерями, ни теми, кого предают Аллаху сотоварищи. Клянитесь только Аллахом. И не клянитесь Аллахом, кроме тех случаев, когда вы правдивы». Таких отрывков множество, но меня больше интересует, почему Мухаммед говорит, что мы должны клясться только Аллахом. Почему мы никогда не должны клясться ничем, кроме Аллаха? Сунан Абу Дауд 32-51. Передается от Сада ибн Убайды, что Ибн Умар услышал, как один человек клянется: «Нет, клянусь Каабой». Ибн Умар сказал ему: «Поистине я слышал, что посланник Аллаха сказал: кто поклянется не Аллахом, тот предал ему сотоварища в возвеличивании». Ибн Умар услышал, как один человек поклялся Каабой: «Я клянусь Каабой». И он упрекает этого человека в том, что он клянется чем-то иным, кроме Аллаха. Почему? Потому что Мухаммед сказал, что тот, кто клянется чем-то иным, кроме Аллаха, совершает ширк. Любой, кто клянется чем-то иным, кроме Аллаха, совершает ширк. Самый страшный из возможных наименее простительных грехов. Учитывая все это, поскольку самым страшным грехом в исламе является ширк, и поскольку вы совершаете ширк всякий раз, когда клянетесь чем-то иным, кроме Аллаха,
Мы должны сделать вывод, что любой, кто клянется чем-то иным, кроме Аллаха, совершает наихудший из возможных грехов в исламе. Теперь, когда мы понимаем, как работает ширк, давайте посмотрим, чем клянется Аллах в Коране. В Коране Аллах снова и снова клянется Кораном. Сура 36, стих 2. «Клянусь мудрым Кораном». Сура 38, стих 1. «Клянусь Кораном, содержащим напоминание». Сура 43, стих 2. «Клянусь ясным Писанием». Сура 50, стих 1. «Клянусь славным Кораном». Аллах неоднократно клянется Кораном. Но Мухаммед сказал, что когда вы клянетесь чем-то другим, кроме Аллаха, вы делаете это партнером Аллаха. Следовательно, Коран является партнером Аллаха. Для большинства из нас это не очень удивительно, поскольку мусульмане утверждают, что Коран вечен. Они говорят нам, что Коран обладает одним из атрибутов Аллаха — вечностью. Поэтому мы можем ожидать, что Аллах сделает эту вечную книгу своим вечным партнером. Аллах также клянется Мухаммедом. Сура 15, стих 72. «Клянусь твоей жизнью». Они слепо блуждали, опьяненные. Аллах клянется жизнью Мухаммеда, делая Мухаммеда партнером Аллаха. В этом тоже не должно быть ничего удивительного, поскольку мусульмане, очевидно, не относятся к Мухаммеду как к простому человеку или даже как к пророку. Нарисуйте портрет Моисея, мусульмане не будут бунтовать. Нарисуйте портрет Мухаммеда, и сразу кто-то должен умереть. Теперь все понятно. Мухаммед — сотоварищ Аллаха. Но у Аллаха есть и ангелы, сотоварищи. Сура 77, стих 5. «Клянусь ангелами, передающими напоминание». Сура 79, стих 1. «Клянусь ангелами, исторгающими души неверующих жестоко». Аллах клянется ангелами. Но разве Мухаммед не говорил, что когда вы клянетесь чем-то другим, кроме Аллаха, вы делаете это партнером Аллаха? Итак, ангелы — партнеры Аллаха. Однако Аллах, должно быть, был очень одинок, потому что у него было множество партнеров. Сура 81, аят 15. «Клянусь планетами». 85.1. «Клянусь небом и созвездиями зодиака». 56.75. «Клянусь местами заката звезд». 91.1. «Клянусь солнцем и его сиянием». 74.32. «Клянусь луной». 89.1. «Клянусь зарею». 84.16. «Клянусь вечерней зарею». 92.1. «Клянусь ночью, которая покрывает землю». 86.11. «Клянусь возобновляющим дожди небом». 51.1. «Клянусь рассеивающими прах». 91. «Клянусь этим городом, Меккой». 68.1. «Клянусь письменной тростью и тем, что они пишут». 52.1. «Клянусь горой». 95.1.3. «Клянусь смоковницей и оливой». «Клянусь горой Синаем». «Клянусь этим безопасным городом, Меккой». Вау, как много партнеров. В этот момент вы, наверное, думаете про себя. Дэвид, если Мухаммед говорит, что клясться кем-то, кроме Аллаха, это ширк, а Аллах клянется всеми этими другими вещами, делая их всех своими партнерами, то ислам на самом деле не монотеистическая религия, а политеистическая. Если вы так думаете, то вы правы лишь отчасти. Ислам не является полностью политеистическим. И вы увидите, почему. В суре 69, стихах 38-39. Аллах провозглашает: «Клянусь тем, что вы видите, и тем, чего вы не видите». Аллах клянется тем, что вы видите, и тем, чего вы не видите. Аллах клянется всем видимым и всем невидимым. Но угадайте что? Это буквально все. Есть только два вида вещей. Вещи, которые видны, и вещи, которые невидимы. Аллах клянется ими всеми. Это означает, что Аллах клянется абсолютно всем, что делает все сущее соучастником Аллаха. Политеизм — это утверждение, что существует множество богов. Пантеизм — это утверждение, что все сущее и есть Бог. Таким образом, ислам было бы более точно описать как своего рода гибрид политеизма и пантеизма. Задумайтесь об этом на минутку. Аллах клянется тем, что вы можете видеть.
Вы можете видеть свинью, и так Аллах клянется свиньей. Мухаммед говорит, что когда вы клянетесь чем-то другим, кроме Аллаха, вы делаете это партнером Аллаха. Следовательно, Аллах сделал свинью своим партнером. Это не по моему мнению, это по мнению Мухаммеда. Я просто довожу утверждение Мухаммеда до логического завершения, потому что его последователи никогда этого не делают. Вы можете видеть языческих идолов. Таким образом, Аллах клянется ими, делая их своими партнерами. Вы видите бутылку виски. То есть Аллах клянется бутылкой виски, делая бутылку виски своим партнером. Вы можете видеть меня, и пророка-отступника, и Роберта Спенсера, и Томми Робинсона, и Хатунташ. Итак, Аллах клянется всеми нами, делая всех нас своими партнерами. Вы пока не можете видеть Джая и DOC, но Аллах также клянется невидимым. Итак, Аллах клянется Джаем и DOC, делая Джая и DOC своими партнерами. Почему вы так часто жалуетесь на нас? Как вы смеете жаловаться на партнеров Аллаха? Аллах клянется всем видимым и невидимым. Он клянется сионистами и атеистами, и карикатурами на Мухаммеда, и собаками, и туалетами, и тем, что в туалетах. И когда Аллах поклялся всеми этими вещами в вечности, в своем вечном партнере Коране, Он связал их всех с самим собой, тем самым совершив больше ширка, чем мог когда-либо мечтать самый отъявленный мекканский многобожник. Но все становится еще хуже, потому что, согласно Корану, чем больше у вас знаний о добре и зле, тем больше ваша вина, если вы согрешите. В суре 2, стих 22, Аллах повелевает: «Никого не равняйте с Аллахом сознательно». Сознательно, то есть если вы осознаете это. Вот почему сподвижникам Мухаммеда, которые начинали как язычники, можно было простить их ширк. Они делали это несознательно. Чем больше у вас знаний, тем больше у вас ответственности. Но считается, что знаний у Аллаха больше, чем у кого-либо другого. Это означает, что Аллах точно знал, что Он делал, когда объявил всех и вся своими партнерами. Поскольку Аллах обладает наибольшим знанием, и поскольку Он совершил наибольшее количество ширка, Он, безусловно, самый страшный грешник, который когда-либо существовал, согласно исламу. Мусульмане, если вы не согласны с этим выводом, вы должны сказать мне, где я допустил ошибку. Вся моя аргументация основана на двух фактах. Факт номер 1. Мухаммед сказал, что клясться чем-либо, кроме Аллаха, — это ширк. Факт номер 2. Аллах клянется буквально всем. Аллах клянется Кораном и Мухаммедом, и ангелами, и калифорнийскими ангелами, и калифорнийским изюмом, и изюмом Санмейд, и солнцем, которое их вырастило, и луной, и лунными пирогами, и коровьими пирогами. Аллах клянется всем. Итак, скажите мне, кто не прав? Был ли Мухаммед неправ, когда объяснял, что такое ширк? Если да, то в чем еще он был неправ? Или Коран ошибается, когда говорит, что Аллах клянется всем видимым и невидимым? Я хотел бы знать, потому что если Мухаммед и Коран правы, то Аллах совершил больше ширков, чем кто-либо другой за всю историю. А поскольку ширк — это наихудший из возможных грехов, и Аллах не может апеллировать к невежеству, это сделало бы Аллаха худшим из всех грешников и самым виновным из всех грешников. Боже мой, как Он сможет когда-нибудь простить себя? Вы знаете, как на это реагируют мусульмане? Я знаю, потому что я спрашивал их об этом. Ответ таков: правила не распространяются на Аллаха. Например, Аллах может приказать вам не убивать, но это не значит, что Аллаху запрещено убивать. Правила, которые Он устанавливает, к Нему неприменимы. Отлично. Итак, Аллах говорит нам не совершать ширка, но Он может совершать все, что пожелает. На самом деле, поскольку правила Аллаха относительно ширка к Нему неприменимы, Он может проводить весь день, каждый день, преклоняясь перед языческими идолами и поклоняясь им. Он говорит нам не делать этого, но к Нему эти правила неприменимы. Значит, Аллах волен быть верховным царем всех язычников, если захочет. В этом есть смысл. Это закономерность, которую я заметил в исламе. На первый взгляд, некоторые учения ислама кажутся привлекательными.
Верьте в единого Бога, молитесь, соблюдайте пост, занимайтесь благотворительностью. Потрясающе! Где нам зарегистрироваться? Но как только вы копнете поглубже, вы всегда обнаружите богохульную чушь. Верьте в единого Бога, который, по словам его собственного пророка, является самым страшным грешником, какого только можно вообразить. Молитесь Богу, который, по словам его собственного пророка, совершает больше ширков, чем кто-либо другой. Я не могу согласиться с этим. У кого-нибудь еще продолжает складываться впечатление, что ислам на самом деле от сатаны, который маскируется под Бога, и что поскольку он сатана, он не может перестать хвастаться собой. Он похож на фальсификатора, который подделывает знаменитую картину, но не может удержаться от того, чтобы не поставить свою подпись, потому что слишком гордится своим шедевром.